с миграционной службой, проверку документов. Вообще с развалом Союза обесценилось человеческое достоинство и человеческая жизнь. Поэтому мы считали правильным пытаться защищать конкретного человека, независимо от его национальности, независимо от того, какую веру он исповедует, чтобы он имел место на земле, куда он может прийти и получить помощь, и с него не потребуют деньги. Вот с этой целью была создана организация, а попутно решаются те идеологические вещи, которые мы называем миссией. То есть это борьба с ксенофобией, дискриминацией, с нарушением прав людей, с изменением миграционной политики в том русле, чтобы все-таки человек был во главе угла. Вот. Ну и очень много всего другого. Борьба против криминала, борьба против любых дискриминационных мер, которые вот эти две базовые вещи, унижение человеческого достоинства и угрозу его жизни, могли бы сводить более-менее на нет. Миграция не сегодня началась, она началась еще в 90-е годы. Поэтому проблемы менялись, и мы решили так. Мы идем не по программам, не сами их составляем. Вот с чем люди обращаются, и что сейчас из проблем является их приоритетом, который они решить не могут, эта проблема становится приоритетной в нашей организации. Если говорить сегодня, то проблема легализации в принципе решилась, когда построили первый замечательный центр в Сахарово. Человек туда может прийти, заплатить деньги, мы боремся только за снижение цены, и при этом быть уверенным, что это не посредническая структура, которая его надует. Потому что вовлеченность государства даже в коммерческую деятельность позволяет контролировать настолько, чтобы в случае, когда бывает сбой, правозащитные организации знали бы, с чего спрашивать, с кого спрашивать. Вот с чем мы так и не можем, с чем мы боремся до сих пор и никак не можем эту проблему решить, а она основная. Человек приезжает сюда заработать деньги, оставляет семью, уезжает в другую страну и начинает пытаться зарабатывать. Так вот, наши коммерческие структуры и отдельные представители властных структур научились общаться с ними так, чтобы это поднимало возможность их личного дохода на очень высокий уровень. То есть я говорю о коррупционности. И я говорю об обмане, о дискриминации этих людей, часть из которых попадают в очень тяжелое положение, ни уехать не могут, ни квартиру снять не могут. Взаимодействие. Если одним словом, это взаимодействие мигрантов с российским бизнесом. Слишком запущенная ситуация, когда мы не можем найти управу на коммерческого товарища, который нанял людей, они у него отработали честно, а потом он их выкинул на улицу и не заплатил ни копейки. Вот ни трудовая инспекция, ни властная структура, какая-то ее часть, не вовлечены настолько, чтобы мы говорили, да, механизм найден. Продолжается обман людей, и из 10 миллионов, которые мы пытались за последнее время вернуть, мы смогли вернуть только 1 миллион. Это говорит о том, что 9 миллионов оказались ограбленными, униженными и брошены в очень тяжелую ситуацию. Коррупционные лазейки – это посредники, которые все еще обманывают людей, и даже известно, кто они, где они. Если люди бы все поехали и официально регистрировались, может быть, меньше было бы этих аномалий. Был прорыв, когда построили Сахаровский центр. Да? Большая часть людей теперь проходит через Сахаровский центр, а те, которые обращаются к посредникам, они все еще бывают обманутыми. Что нас не устраивает? Мы предлагали, чтобы прежде чем с человека брать деньги, чтобы он сдавал русский язык, вносил эти суммы в Сахаровский центр,
чтобы его могли проверить, и, кажется, это уже начали делать, на возможность его въезда или не въезда. Потому что обидно, когда человек уже все сделал, а потом оказывается, что он не въездной, и какая-то часть этих денег пропадала раньше. Думаю, что сейчас эта проблема решена. Мы очень просили, чтобы были некие биржи труда, куда мигранты могли бы приходить, и тем самым мы решали бы проблему перераспределения мигрантов на территории России. Такая биржа труда уже отстроена, и мы получили информацию, что сейчас люди, которые оформляют патент, они одновременно могут и за какую-то сумму поискать ту работу, где его ждут, а не просто ходить и искать. Так как мы входим в рабочую группу при Департаменте экономики Москвы, то мы знаем, какие инициативы там проходят, какие еще обсуждаются, и это как раз то взаимодействие общественных организаций и властью, которые дают тот результат, который надо. Если проблему с легализацией более-менее хотя бы процентов на 80 решили, и количество посредников резко сокращается в той же Москве, то проблема взаимодействия мигрантов с бизнесом, к сожалению, все еще остается ключевой нерешенной проблемой. Вот когда появится адекватные ситуации наказания и поощрения работодателей за найм иностранцев, и будет регулироваться эта сфера, мы можем говорить о том, что человек, который приехал, он не будет бояться, что ему не заплатят, и он окажется совершенно без средств даже на билет обратно домой. Когда его он отработал 3 месяца, 8 месяцев, и не один, а там с бригадой, когда их, к сожалению, оставляют без средств к существованию, не заплатив за их отработанный труд. То, что такое громадное количество мигрантов очень напрягает среду всех уровней в России, это правда, и любая страна бы напряглась, потому что одни говорят, что уровень преступности растет, другие говорят о том, что люди приезжают, неизвестно чем занимаются. То есть пока порядка в этом вопросе нет, согласно законодательству, выдворяет тех, кто в это законодательство не вписывается. За что мы боремся? За то, чтобы работодатели, у которых человек проработал энное количество времени, или этот специалист ему нужен, мог ходатайствовать перед штрафующими организациями, наказывающими организации об ограничении штрафом. Сумма штрафа может быть достаточно большой, хотя, когда человек сидит в приемнике распределителей, он дорого обходится государству и получает сильный морально-психологический шок. Все-таки он там себя чувствует заключенным и чувствует преступником, коим не является. Просто он не сумел пока вписаться. Это вопрос времени. Мы считаем, что обязательно должны пересмотреть систему постановки на миграционный учет. Пока миграционным учетом торгуют посредники. И никогда не известно, если ночью к вам придут из органов, что окажется, что вы проживаете по месту пребывания. То есть миграционный учет большей частью является фиктивный. Вот, рук не хватает на всех, кто не проживает по адресу своего миграционного учета. Мы предлагаем, чтобы избежать вот этой путаницы, человек, въезжая, становится на миграционный учет по адресу ФМС. А где он будет проживать, он должен об этом сообщать при изменении адреса, телефон и место, по которому проживает, в то же самое ФМС, без посреднических организаций и без посредников разного уровня, начиная от лидера диаспоры и кончая участковым. Вот если с этим разберемся, тоже будет больше порядка и не очень много будет обиженных. Во-первых, защита со стороны работодателя. Во-вторых, человек может ограничиваться штрафом, если подтверждает, что он где-то все-таки работал, а не просто так гастролировал по России. Тогда будет порядок. И я думаю, меньше будет уровня ксенофобии, потому что люди не будут бояться мигрантов, которые сидят на детской площадке. Они будут знать, что эти люди где-то работают, и есть возможность отследить, на самом ли деле они занимаются тем, что работают. Это не проблема. Мы считаем, что отсутствие гражданского общества по миграции, как по защите внутренних мигрантов, так и внешних, приводит к тому, что
эта сфера, в принципе, неконтролируема. Она контролируется только полицией или ФМС. Вот гражданское общество – это когда не одна организация, не две организации, а многомиллионной Москве есть организации, которые имеют право заглядывать на строительные площадки, заглядывать в те же кладбища, которые закрыты государством в государстве, и там аномалий просто очень много, и дискриминации очень много, и рэкета очень много, и криминализировано, несмотря на какой-то контроль со стороны государства. Поэтому, если гражданское общество обратит на эту проблему внимание, если по договоренности с Узбекистаном, Таджикистаном, Киргизией при невыплате зарплаты будет приниматься во внимание не только норма закона 800 тысяч и миллион штрафа, который редко кто штрафуется, а запретить этому человеку на какое-то время работать. Вот поймали людей, он получает желтую, говорят, карточку, да, и как автолюбители, которых лишают права водить машину. Это более действенно, чем штрафы. И обязательно должна быть система поощрения, потому что Россия, как и любая другая страна, заинтересована в развитии малого бизнеса и экономики. Вот чтобы первый раз ограничиваться предупреждением, а потом трудовая инспекция могла бы контролировать, уже на этом конкретном участке есть порядок или нет порядка. Чем больше контролирующих органов, тем более будет защищен мигрант, в том числе и гражданское общество, конечно. Надо отказываться от услуг, диаспоральных услуг в этих вопросах и отказываться от посредников любого уровня. Даже если человек работает где-то на государственном посту, не говорить, что ой, у меня знакомый, там полиция или ФМС, он сделает. Уже создают структуру, куда он может обращаться. Он должен знать азы, вот как азбука, в каких случаях он должен куда обращаться. У него должны быть все телефоны на руках. В случае, когда задерживают полиции, какая ситуация? В случае, когда задерживают ФМС, какая ситуация? В судах мы хотим, чтобы суды перестали судить по тому имени, которое человек назвал. Потому что он иногда называет имя человека, который патент получил, у него все нормально, а он становится на долгое время невъездным. Потому что, к сожалению, сбои идут. Вот мы идем к порядку нормальному в миграционной сфере, и у меня надежда, что миграционная стратегия и тактика России, пусть через шишки, пусть через наступая на грабли, она всюду будет такой, о которой мы мечтаем, рациональной и гуманной. Если эти две позиции будут совмещены, мы будем всегда принимать нормальное, справедливое решение, а не только упираться в закон и наказывать на то, что вот в данном случае закон был нарушен. Если закон дискриминирует честных трудовых мигрантов, дискриминирует, потому что не все совпадает, его надо потихонечку менять. Я думаю, что нет ни одного эксперта, ни одного чиновника в том же ФМС, ни одного человека на очень высоком уровне, который бы сказал, что мы можем полностью отказаться от трудовой миграции. Ее восприятие достаточно рационально. И другое дело, что наша задача вместе с властью, вот я повторяю, чтобы рациональность совмещалась с какими-то гуманными актами. Не все то, что власть под давлением общества принимает как закон, является панацеей от того, чтобы защитить трудовую миграцию и защитить экономику России. Это вот проблема, которая заставляет многих, особенно депутатов, подыгрывая настроением в обществе, подыгрывать мигрантофобией. Я таких поименно знаю в России. И есть те, которые, несмотря на сильнейшее давление, отстаивают право трудовых мигрантов зарабатывать в России, потому что это приносит экономическую пользу России. Поэтому сказать, что вся власть, нет, на очень высоком уровне даже позиция президента, она достаточно адекватно правильная.
А вот на нижних этажах, в том числе и среди чиновников от власти, бывают перегибы. Вот недавно только, кажется, член Совета Федерации, и в том числе депутаты, сын Жириновского, выступали с введением визового режима. Но президент пока не поддерживает такие инициативы, потому что они не только негуманны, они и нерациональны. Вот когда они будут рациональными, по сути, тогда, может быть, такой закон примут. Мы всегда говорили, что ФМС надо укрупнять, превращать это в крупнейшую организацию, ибо разговор шел о безопасности страны. Но в связи с тем, что по всему миру сегодня миграция доставляет очень много хлопот государствам, которые исповедуют очень либеральные, очень демократические ценности, и часть этих либеральных демократических ценностей становится препятствием для регулирования миграции, я думаю, что в России вернулись к объединению не только МВД, значит, ФМС, но и Минтруда, наверное, будет подтянуто для того, чтобы одно большое ведомство, да еще Нацгвардия создается, занималось той проблемой, которая сейчас уже после каких-то перемен, ужесточения законодательства, хоть и не является напрямую угрозой безопасности страны, но может привести к очень жесткому регулированию. Или мигранты научатся работать и жить в условиях жесткого регулирования, или им придется искать другие рынки труда. Я думаю, что легче все-таки научиться, если внятные они, если нет вот тех, о чем я говорила, от чего мы хотели бы избавиться. Есть еще вещи в законодательстве, которые нерациональны, а большей частью были продиктованы эмоциональным подходом. И они вредят как государству, так и мигрантам. И мне не хватает еще большей вовлеченности стран-доноров рабочей силы в обсуждении законодательства, касающегося трудовых мигрантов. Надо соотнести законодательство стран, откуда приезжают, с законодательством России и договариваться, как сделать так, чтобы рационализм в данном случае и гуманизм они бы победили.